Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлюль уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфауна бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимуль хаким. После этого, инша Аллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы проходили книгу «Недуги сердца». Муфсидатуль Кулуб называется. Баракаллаху фикум. Мы дошли до темы, говорили мы о лицемерии. Мы дошли до темы боязнь лицемерия. Сподвижники, ради Аллаху анхум, и их праведные последователи очень боялись лицемерия. Абу Дарда, завершая ташахуд, ташахуд это во время намаза, когда читает намаз, ат-тахият или ташахуд, как некоторые его называют, когда он заканчивал, завершая ташахуд, просил у Аллаха защиты от лицемерия. Таким образом боялись сподвижники от лицемерия. Он вообще часто просил у Аллаха защиты от лицемерия, и кто-то из людей сказал ему: «Какое отношение ты, Абу Дарда, имеешь к лицемерию?» Он ответил: «Оставь нас в покое», он сказал. «Клянусь Аллахом, человек может одночасье отвернуться от религии и выйти из нее». То есть Абу Дарда, ради Аллаху анху, до такой степени боялся. И он говорил: «Оставь нас в покое, клянусь Аллахом, человек может одночасье отвернуться от религии и выйти из нее». Это приводится Сиру Алям Нубаля в книге. Итак, Ханзаля, ради Аллаху анху, передает: «Однажды я встретил Абу Бакра, ради Аллаху анху, и он спросил меня: как поживаешь, о Ханзаля?» Я сказал: Ханзаля стал лицемером. Он воскликнул: «Пречист Аллах, что ты говоришь?» Я сказал: когда мы приходим к посланнику Аллаха, саллаллаху саллям, напоминающую нам о рае и аде, то как будто видим и то, и другое. Когда же мы покидаем его и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием хлеба насущного, то многое забываем. Абу Бакр сказал: «Но клянусь Аллахом, ничто подобное происходит и с нами». То есть нечто подобное, я извиняюсь, микрофон был выключен, сейчас я включил его заново. В Телеграме был микрофон выключен. «Однажды я встретился», сказал Ханзаля, то есть однажды я встретил Абу Бакра, ради Аллаху анху, и он спросил меня: как поживаешь, о Ханзаля? Я сказал: Ханзаля стал лицемером. Он воскликнул: пречист Аллах, что ты говоришь? Я сказал: когда мы приходим к посланнику Аллаха, саллаллаху саллям, напоминающий нам о рае и аде, то как будто видим и то, и другое. Когда же мы покидаем его и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием хлеба насущного, то многое забываем». То есть забывают они, баракаллаху фикум, о ахирате, забывают они о рае. Абу Бакр сказал: «Но клянусь Аллахом, нечто подобное происходит и с нами». Потом мы с Абу Бакром пошли к посланнику Аллаха, саллаллаху саллям, и я сказал: Ханзаля стал лицемером, о посланник Аллаха. Он спросил: в чем же это выражается? Я сказал: о посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе, и ты напоминаешь нам о рае и аде, то мы будто видим и то, и другое воочию. Когда же мы покидаем тебя и начинаем заниматься своими женами, детьми и добыванием пропитания, то многое забываем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, ответил ему: клянусь тем, чьей длани он сказал, тем, чьей длани душа моя. Если бы вы постоянно находились бы в том состоянии, в котором находитесь у меня, и всегда поминали Аллаха, то ангелы пожимали бы вам руки, где бы вы ни были, в постели или в пути. Однако, о Ханзаля, всему свое время. То есть, каждому есть свое время, нужно и зарабатывать, и напоминание делать об ахирате. Это приводит хадис имам Муслим Сахихе. Слова «Ханзаля стал лицемером» означает, что он боялся, что он лицемер, поскольку когда он сидел вместе с пророком, саллаллаху алейхи,
Он испытывал страх, и это проявлялось в нем. Он помнил о том, что Аллах наблюдает за ним. Он размышлял, он стремился к миру вечному. А когда выходил от пророка, саллаллаху салям, то занимался женой, детьми и разными мирскими делами. А основа лицемерия – демонстрация противоположного скрываемому злу. А основа лицемерия, повторяюсь, основа лицемерия – демонстрация противоположного скрываемому злу. И он испугался, что его действие лицемерие. Вот как боялись подвижники. И пророк, саллаллаху салям, сообщил им, что это не лицемерие, что они не обязаны постоянно находиться в подобном состоянии. Всему в свое время, он сказал, посланник, саллаллаху салям, Сахих Муслиме. То есть бывает и такое состояние, и иное. Хузейфа ибн Яман передает, радiyallahu анху, однажды Умара позвали для участия в похоронах, и он отправился вместе с похоронной процессией или направился к ней, имеется в виду, но я удержал его, говоря: «Сядь, о повелитель верующих». Это один из них, лицемеров. Умар спросил: «Заклинаю тебя Аллахом, я из них?» Он спрашивает Ханзалу. Я ответил: «Нет, однако я не стану оправдывать никого после тебя». Ибн Абу Шайба приводит это в своем книге. Ибн Абу Мулей, как приводит, сказал: «Я застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху салям, из которых боялся для себя, то есть из которых боялся для себя лицемерие». 30 сподвижников боялись за себя, что они лицемеры. Каждый из которых боялся для себя лицемерия. И никто из них не говорил: «У меня такая же вера, как у Джибриля и Микаиля». Как мурджииты, сектанты об этом говорят. Сектанты, мурджииты, как джахмиты, им подобные. Это хадис приводит Бухари. Ибн Каим сказал: «Клянусь Аллахом, сердца этих людей были наполнены верой и убежденностью, и при этом они очень боялись лицемерия. И это тревожило и печалило их, а многие другие таковы, что вера их не идет дальше их глоток, дальше их глоток. И при этом они утверждают, что вера у них такая же, как вера Джибриля и Микаиля». В Мадариджи Саликине приводятся эти слова Ибн Каима. Они не имели в виду лицемерие, которое является антонимом веры. Они не имели в виду лицемерие, которое является антонимом веры. Подразумевается лицемерие человека, у которого есть основа веры, и который является таким образом мусульманином и лицемером одновременно. Вот видите, баракаллаху фикум, подразумевается, он говорит тут, лицемерие человека, у которого есть основа веры. Основа веры – это он заходит в веру сердцем, языком и делами. И потом 6 столпов у него присутствует. Он говорит, подразумевается лицемерие человека, у которого есть основа веры, и который является таким образом мусульманином. И он заходит в иман, говоря шагаду, и намаз он начинает. Это его деяние. И лицемером одновременно. Он тут говорит, подразумевается лицемерие человека, у которого есть основа веры, и который является таким образом мусульманином, и лицемером одновременно. Бывает лицемером одновременно делами. Качество лицемеров упомянуты в Коране и Сунне, об этом расскажем также. У нас время есть, поэтому... Однако оно очень длинное, где-то 31 пунктов. Качество лицемеров упомянуты в Коране и Сунне. Лицемеры упомянуты в Коране и Пречистой Сунне, и аяты и хадисы называют качество. В Коране и Сунне, имеется в виду, называют нам качество лицемеров, присущие лицемерам. Предостерегает от них, более того, Всевышний Аллах не спаслал целую суру, посвященную им. Ниже перечислены некоторые качества лицемеров. Первый из них, быстро перечислю вам темы, и так дальше будем читать более подробно. Следующих уроков. Первый из них – недуг сердца. Второе – неудержимая страсть. Третье – высокомерие и гордыня. Четвертое – насмешка над кораническими аятами. Пятое – насмешка над верующими. Качество лицемеров. Шестое – удерживание людей от расходования на благие цели. Седьмое – ограниченность и обвинение верующих в
в недалекости, недальновидности имеется в виду. 8. Лояльность по отношению к неверующим. 9. Козни и интриги, нацеленные против верующих. Как сегодня сектанты этого делают, а? 10. Попытки обмануть Аллаха и лень в поклонении. 11. Качество лицемерия, колебания и изменчивость в религии. 12. Стремление обмануть верующих людей. 13. Признак лицемерия, обращение за решениями к тагуту. 14. Распространение нечестия среди мусульман. 15. Качество лицемерия, ложные клятвы, страх, трусость и пугливость. 16. Теперь. Они желают, чтобы их хвалили за то, чего они не делали. Лицемеры желают. 17. Порицание благих дел. 18. Довольство тем, что другой человек счел бы позорным для себя. 19. Побуждение к порицаемому и удерживание от одобряемого. Представляете? Побуждает, наоборот, к порицаемому, как некоторые побуждают людей к греховности, порицаемому, хараму, и удерживают людей от строения мечети, поклонения мечети, распространения исламских знаний. Побуждение к порицаемому и удерживанию от одобряемого. Это качество лицемеров. 20. Нежелание усердствовать на пути Аллаха. 21. Колебание и стремление сбежать. 22. Промедление. Промедление на пути Аллаха. Ради дела Аллаха, ради религии Аллаха медлительность. Не бывает некоторые люди устремленные, целеустремленные. Бывают медленные, очень медленные, как черепаха ползет, когда касается дела Аллаха, дела религии. 23. Уклонение от законов Аллаха и хадисов посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. 24. Придумывание оправдания своему отказу, присоединиться к остальным верующим. Придумывание оправдания своему отказу, присоединиться к остальным верующим. Это было у нас 24. 25. Они не скрываются от людей. Они кто? Лицемеры скрываются от людей. 26. Радость из-за вреда, который причиняется верующим. 27. Если ему доверяют, он предает. Если говорит, то лжет. Если обещает, то нарушает обещание. А если ведет тяжбу, то поступает нечестно. И так дальше. 28. Откладывание молитвы. В свое время намаз не делают. Джамаати не делают намаз. Будь ты в мечети, ты идешь джамаат намаз делать. Или будь ты в компании, если далеко от тебя мечеть, в компании, там где ты работаешь, делайте джамаатом намаз. Откладывание намаза. Не делают его в свое время. Это признаки лицемерия. 29. Уклонение от совершения коллективных молитв. То есть пришло даже само. 29. Джамааты и джумаати не бывает. 30. Сквернословие и многословие. Болтологием занимаются некоторые. Любят они болтологием заниматься, слушать уроки, развиваться, дальше прогрессироваться. Не хотят. 31. Внимание пению. То есть выделяют они внимание пению. Артистам выделяют внимание. Следует за ними еще. Представляете, внимание пению. А тем более, если за ними следовать. Потом идет тема защиты от лицемерия, однако теперь начнем разбирать каждый из этих пунктов, перечисленных подробнее. Иншаллах, если Аллах даст нам возможность. Теперь вот эти качества лицемеров будем рассказывать вам более подробно. Первое мы сказали, недуг сердца. Недуг сердца. Всевышний Аллах сказал, их сердца поражены недугом лицемеров. Да усилит Аллах их недугом. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Сура Аль-Бакара, 10 аят. Ибн Каим сказал, их сердца истощили и погубили сомнением и страсти. И скверные помыслы взяли верх над их волей и намерениями. И испортили их.
и их испорченность ведет их к гибели. И вылечить этот недуг не способны даже знающие лекари. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. В Мадариджи Саликине приводятся эти слова. Итак, второе теперь качество лицемерия – неудерживаемая страсть. Неудерживаемая страсть. Всевышний Аллах сказал: «Не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом». Это сура Ахзаб, 32 аят. То есть 33 сура, 32 аят. Это в Коране приводится. Чтобы женщины не ломались, не проявляли они нежность в речах, дабы не возжелал их тот, чье сердце поражено недугом. Баракаллаху фикум. Дабы не возжелал вас тот, в чем сердце слабость, по причине слабости веры в его в сердце. Это либо сомневающийся в исламе лицемер, пренебрежительно относящийся к установленным Аллахом ограничениям, либо человек с легкостью совершающий непристойные и мерзкие деяния. Хадис Табарани приводит. Поэтому будьте осторожны, женщины и также мужчины. Не ведите себя неправильным поведением. Женщина совращает, а мужчина следует. Это является из грехов. Опасно. Итак, это качество лицемеров. Третье. Высокомерие и гордыня. Высокомерие и гордыня Всевышний Аллах сказал, когда им говорят: придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения. Они качают головой. Они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. Сура 63, это сура Мунафикун, в 5 аяте говорится это. И Всевышний Аллах сказал о лицемерах: да пребудет над ними проклятие Аллаха. Что когда им говорят: придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения, они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. То есть они не слушают, что им говорят, проявляя высокомерие и демонстрируя пренебрежительное отношение к этим словам. Поэтому Всевышний Аллах сказал: и ты видишь, как они надменно отворачиваются. И Аллах воздал им по заслугам. Всевышний Аллах сказал: попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения, им все равно этим лицемерам. Аллах не простит их. Поистине Аллах ведет прямым путем. Аллах, то есть, астагфирлах, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей. Сура 63, лицемеры, Мунафикун, в 6 аяте сказано, Ибн Касири, Тафсир Ибн Касири приводится это тоже. Четвертое теперь. Качество лицемеров. Насмешка над кораническими аятами, над Кораном, над аятами. Всевышний Аллах сказал: лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: насмехайтесь, Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь. Сура Покаяние, 9 сура в Коране, 64 аят. Итак, как лицемеры надсмехаются над Кораном, над аятами, видите, те, кто надсмехается над Кораном, над аятами, над законами Аллаха, знайте, что они являются лицемерами. Лицемеры боялись, что о них будет ниспослана сура, которая обнаружит то, что они скрывали в своих сердцах. То есть сделает это очевидным для верующих. Говорят также, что этот аят был ниспослан посланнику Аллаха, саллаллаху салям, потому что лицемеры, ругая посланника Аллаха, саллаллаху салям, или обсуждая его дела и дела мусульман, говорили: Аллах не откроет наши секреты. Тогда Аллах сказал своему пророку, саллаллаху салям: скажи им: насмехайтесь, насмехайтесь. Это угроза, адресованная им, именно лицемерам. Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь. Лицемеры опасаются. Табарани приводит это у себя. Пятое качество лицемеров. То есть насмешки над верующими людьми. Как сегодня насмехается над верующими, над теми людьми, кто призывает людей к исламу, к вере, иману, к таухиду, к шариату. Насмехается над ними насмешками над верующими людьми. Всевышний Аллах сказал, когда они встречают верующих, то говорят: мы уверовали. Когда же они
остаются наедине со своими шайтанами, дьяволами, они говорят: поистине мы с вами. Мы лишь издеваемся, Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Сура Корова, сура Аль-Бакара, 14-15 аятах это приводится. Итак, Ибн Каим сказал: каждый из них двуличен. Одним лицом он поворачивается к верующим, а другим к своим братьям-безбожникам. И у него два языка. Одним он встречает мусульман, а другим выражает то, что тщательно скрывает он. Валь-язу билля. Эти люди отвернулись от Корана и Сунны, насмехаясь над их приверженцами и относясь к ним пренебрежительно. Они отказались подчиниться постановлениям этих двух откровений, радуясь имеющимися у них знания, накопленные которые не приводят ни к чему, кроме гордыни и высокомерия. Они отказались подчиниться, слушайте внимательно, они отказались подчиниться постановлениям шариату этих двух откровений Корана и Сунны, радуясь именующимся у них знанию. У них есть какие-то знания, чтобы отходить от этих знаний. У них знания, чтобы не слушаться знаний. Представляете? Это лицемеры. Этих двух откровений, радуясь имеющиеся у них знания, накопленные которые не приводят ни к чему, кроме гордыни и высокомерия. И ты видишь, что они постоянно насмехаются над приверженцами откровений. Аллах, поиздеваясь над ними, и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. Мадараджи Салики не приводится это. Шестое теперь. Шестое качество лицемерия. Удерживание людей от расходования на благие цели. Это не значит, если ты говоришь человеку: помоги близкому, начиная с близких, призыв помощи, начиная, как говорится, со своего соседа, близких начинай. Это не значит, что мы не говорим, что не надо помогать дальним. А мы говорим, надо сначала отсюда, с близких начинать, баракаллаху фикум, чтобы не попасть в тех людей, которые оставляют своих близких под эту статью, чтобы не попасть. И именно они говорят: не жертвуйте в пользу тех, кто возле посланника Аллаха. Это лицемеры говорят. Смотрите, удерживание людей от расхода на благие цели. Всевышний Аллах сказал: именно они говорят: не жертвуйте в пользу тех, кто возле посланника Аллаха, пока они не покинут его. Аллаху принадлежит сокровищница небес и земли, но лицемеры не понимают этого. Сура лицемеры Мунафикун в 7 аяте говорится об этом. То есть посланник Аллаха, саллаллаху салям, и в твоем месте, ты живешь в каком-то городе, скажем, ты там живешь, и твоя жизнь там, как ты прописан, там живешь. И ты должен, как говорится, этот имам, ученый, знающий человек, потомок пророка, саллаллаху салям, то есть варататуль амбия, наследник, я хочу сказать, не потомок, а потомок по знанию, я хочу сказать, наследники знания, ученые. Ты должен вокруг них объединиться, баракаллаху фик. И так дальше, и помогаете, начиная оттуда. Не ему именно, ему тоже, если есть нужда у него. В первую очередь его нужно закрывать. Дальше распространяется вокруг, баракаллаху фикум. Джамаа, это имеется в виду, сохраняйте свой джамаат. Не делитесь, не делайте раскол, пожалуйста. Итак, и они говорят, что пророк, саллаллаху салям, и вокруг него были кто? Нуждающиеся люди. И им не помогайте, они говорили. Итак, это похоже поступки лицемеров, те, кто уходит, не помогая самому близкому, как говорится, да, самому близкому. Итак, ученым на их программы распространение знаний рядом с ними. Дальше вокруг бедные, нуждающиеся. И так дальше Зейд ибн Аркам рассказывает: я был среди участников похода на Бану Аль-Мусталик и услышал, как Абдулла ибн Убай сказал: не расходуйте на тех, кто с посланником Аллаха, саллаллаху салям, чтобы они покинули его. То есть, что делают лицемеры? Если есть предводитель мусульман, имам, амир он. Лицемеры делали раньше, чтобы не расходуйте на тех, кто с посланником Аллаха, говорили лицемеры раньше.
А теперь те, кто придерживается Корана и Сунны, алим, шейх, и вокруг него не расходуйте, говорят им. И для чего? Говорил он, не расходуйте на тех, кто с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, чтобы они покинули его, чтобы не было у них возможности на призыв, на да'ва. И когда нет возможности обеспечения, люди покидают. Когда слабый бывает, когда он слабый, да'ва не распространяется. Когда через него не бывает возможности, у шейха когда не бывает, а эти возможности должны принести паство, его окружение должны принести, его близкие должны принести. Его близкие, его окружение должны принести и через шейха распределять. И тогда распространяется и знание, и круг бывает здоровый. Люди жалуются, почему у нас нету джамаата, допустим. Почему нет? Потому что вы делали раскол. Вы сделали раскол в словах, делах, рядах, финансах. Когда мы вернемся в Медину, они говорили. Смотрите, что говорили лицемеры. Когда мы вернемся в Медину, могущественный из нас непременно изгонит презренного. Я рассказал об этом своему дяде или Умару. И он сообщил обо всем пророку, саллаллаху алейхи. Пророк, саллаллаху алейхи, позвал меня, и я пересказал ему услышанное. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, послал за Абдулла ибн Убайем. Что сказал до этого Абдулла ибн Убайя? Не расходуйте на тех, кто с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, чтобы они покинули его. И тут, тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, позвал Абдулла бин Убайя и его товарищами. То есть послал за Абдулла бин Убайем и его товарищами. Однако они поклялись, что не говорили ничего подобного. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, поверил ему и посчитал, что я лгу. Представляете? Меня охватила такая печаль, который я не знал никогда в жизни. И я сидел дома, а мой дядя сказал мне: ну и чего ты добился? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, счел тебя лгуном и теперь питает отвращение к тебе. Тогда Всевышний Аллах не спасал аят Корана. Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Сура Мунафикун, 63 сура, 1 аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, послал за мной и прочитал мне этот аят и сказал: поистине Аллах подтвердил твою правдивость, о Зайд. То есть хадис приводит Бухари, Муслим. Это говорил Зайд посланнику, саллаллаху алейhi. Зайд бин Аркам приводит этот хадис, баракаллаху фикум, и это была беседа с Зайдом. Хадис Бухари, Муслима. Теперь, баракаллаху фикум, седьмое. Седьмое. Ограниченность и обвинение верующих в недалекости. Прочитаем, иншалла, его и закончим. То есть на сегодня, в следующем уроке будем заканчивать эти темы. Ограниченность и обвинение верующих в недалекости. Как сегодня говорят: вы хотите нас вернуть 1400 лет тому назад из-за ислама шариата, говорит. Вы хотите, если мы будем возвращаться к исламу шариату, мы будем, как говорится, в средневековье, 1400 лет тому назад мы вернемся. Валлахи, это является лицемерие этих лицемеров. Если в каком-то хукме недовольны, значит это их лицемерие. Итак, послушайте, Всевышний Аллах сказал, когда им говорят: уверуйте, так как уверовали люди, они отвечают: неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы? Поистине они и есть глупцы, но они не знают этого. Сура Аль-Бакара, аят 13, сура Корова. Ибн Каим сказал: они считали приверженца Корана и Сунны человеком поверхностным и недалеким, как считает необразованным, недальновидным, и не понимает, они говорят, политику не понимают, не понимает этот мир, как будто не понимает. Валлахи, они лучше понимают, те, кто дальновидные в религии, знающие религии, действительно, они понимают и религию, и этот мир они понимают. Но слепые лицемеры этого не понимают. Аллах затмил их, как Аллах субхану ва та'аля затмил их сердце от веры. Они считали приверженца Корана и Сунны человеком поверхностным и недалеким, слепо следующим текстом, подобно ослу, везущему на себе книги. Это лицемеры на самом-то деле. Лицемеры описывают себя.
знающие люди, богобоязненные люди на знаниях, они такие не бывают. Они бывают дальновидные наоборот. Его забота знать преданные. То есть его забота знать переданные. И товары приверженца откровения. Они считают неходким, и для них он неприемлем. Да, для них он неприемлем, потому что лицемеры. Для лицемеров не подходит это. Люди, следующие Коране и Сунне, люди, те, кто следует Коране и Сунне, понимание сподвижников, по их мнению, глупцы. И оставаясь наедине и собираясь вместе со своими неверующими шайтанами, они говорят о них скверное. Мадарджи Саликини приводится. Дальше расскажем лояльность 8 по отношению к неверующим, как они себя ведут, лицемеры, как бывает, баракаллаху фикум, будем рассказывать. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. На этом мы закончим.